Книга «Непридуманные истории на фоне ушедшего века» содержит в себе дневниковые записи Михаила, сделанные им во время его ссылки. Дочь Елизаветы Михайловна Шик бережно хранила рукописи отца и подготовила их к изданию. Ее презентовали члены братства во имя преподобного Паисия Величковского. Председатель православного братства Инна Саулова отметила, что книга посвящена человеку, пострадавшему за веру. Эта книга посвящена священномученику, священнику, который пострадал за веру. Он священник Михаил Шик. И здесь, в этой книге, это такой, может быть, редкий, не очень привычный нам жанр. Вот раньше это было очень популярный жанр эпистолярный. То есть здесь собраны письма его и его супруги Натальи Дмитриевны Шаховской-Шик. И эти письма тут собраны в этом издании, не прямо в этой книге, еще будет несколько книг изданы, всего 600 писем. Представляете, насколько были вот эти тесные такие взаимоотношения и необходимость вот такого близкого духовного общения. В письмах Михаила к своей жене отражены 3 темы – любовь, вера, семья. В словах скрыты огромные духовные ценности, отношения двух любящих сердец. Книга является иллюстрацией истинной любви. В ней секреты того, как хранить и укреплять семейные узы. Книга «Непридуманные истории на фоне ушедшего века» являются живым свидетельством того, какие могут быть отношения в христианской семье. Книга о том, как вот эта вот пара построила свою судьбу, их отношения. Но вы понимаете, это прошлый век. Это и письма эти надо читать. Это пастернаковский язык, это блоковский язык. Когда жених пишет своей невесте или невеста отвечает ему, и она пишет ему на «вы» с большой буквы, обращение идет. Вот настолько это, понимаете, вот читаешь этот язык и уже начинаешь думать, как ты разговариваешь с людьми. Письма отца Михаила – это язык Пастернака и Блока. Прочитав эту книгу, сам очищаешься духовно. Такие люди, отношения помогли преодолеть все гонения на церковь. В семье Михаила детей учили верить, поступать по правде. В самых тяжелых моментах жизни пытались научить жить счастливо. Молодое поколение хорошо отзывается о таком духовном наследии священника Михаила. Интересно послушать, вот просто переписка, это само по себе интересно. Вот, но еще по такой теме, по всему этому, ну, вот просто захватывает. Я уже какую-то часть прочитал, услышал об этой книге, некоторые письма, и больше всего поражает вежливость и уважение к другому человеку, который выражает в письмах священномученик Михаил Шик. Вот. И этот пример достоин подражания, потому что эти качества, как вежливость, внимание к другому человеку, ну, не хватает современному человеку. Книга «Непридуманные истории на фоне ушедшего века» отражает то время, когда были гонения на церковь, когда Божьи храмы разрушались, священников убивали, отмечают организаторы данной презентации. И только такие люди, как Михаил Шик, могли сохранить такую веру, чтобы потом все это богатство можно было бы передать новому поколению.